С самого начала было ясно, что последнее заседание уходящего года будет информационно насыщенным. На повестке дня социальные, экономические, кадровые и финансовые вопросы. Начали депутаты с решения вопросов кадровых. В повестке дня предлагалось обсуждение 3 кандидатов на должности судей Конституционного суда – Нури Тания, Рустама Чагава и Роза Зантария. 2 кандидатуры парламенту предложил блок оппозиционных сил. Однако рассмотрение вопроса депутаты отложили. Кандидатуру Чагава отозвала оппозиция, а Зантария отказалась сама. Мы сегодня вообще снимаем вопросы рассмотрения кандидатов в судьи Конституционного суда. Связано это с тем, что один из кандидатов, Роза Платоновна, отказалась баллотироваться судьей Конституционного суда. Второй представленный кандидат Чагава не соответствовал требованиям закона о судебной власти, то есть у него должно было быть образование тоже в течение 15 лет. Это не соответствовало. У него образование только диплом получил в 2004 году. В связи с этим я сегодня с утра связался с руководством блока оппозиционных сил. Они попросили, если возможно, действительно перенести эти вопросы и обещали не позднее 4-5 числа представить новых кандидатов на должность судей Конституционного суда. Главный финансовый документ страны, бюджет 2017 года, парламентарии подробно обсуждали еще на комитетских заседаниях. Однако сегодня у многих депутатов появились вопросы. Представляя бюджет, вице-премьер-министр финансов Дмитрий Сериков назвал ряд его ключевых пунктов. Совокупный объем производства в новом году должен достигнуть более 88 миллиардов рублей. Консолидированные доходы уменьшатся на 0,7% и составят более 10 миллионов рублей. При этом собственные доходы бюджета увеличатся на 9,5%. Объем прибыли по экономике должен вырасти порядка чем на 30%, с 3 миллиардов 400 миллионов рублей до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Фонд заработной платы по государственному сектору нашей экономики должен возрасти на 6,3%, с 3 миллиардов 333 миллионов до 3 миллиардов 543 миллионов рублей. Курс доллара при планировании бюджета был заложен на уровне такого же, который был заложен в 2016 году, и составляет 65 рублей за доллар. В госбюджет заложено увеличение собственных доходов в 2017 году более чем на 5 миллиардов рублей. Дефицит бюджета определен на уровне 33 миллионов рублей. Помощь со стороны России будет состоять из 2 частей, одна из которых направлена в бюджет в качестве инвестиций в размере 2 миллиардов 100 миллионов рублей. В сумме размер финансовой помощи будет составлять более 4 миллиардов рублей. В итоге бюджет страны на 2017 год парламентарии приняли во 2-м и окончательном чтении. Также депутаты приняли закон о правовом положении иностранных граждан. Документ создан для урегулирования статуса жителей, проживающих в восточной части страны. К ранее предусмотренным 3 случаям предоставления им вида на жительство добавлен еще один – иностранным гражданам, проживающим на территории Галского района с 12 октября 1999 года не менее 10 лет. Нисфарш Бабислан Шхинджери, Абхазское телевидение.